Накануне в России отметили день рождения великого русского поэта-баснописца Ивана Крылова. Сегодня по всей стране отмечают его басни, чрезвычайно актуальны и сегодня. А к нам в Якутск уже в 4-й раз приехал автор литературно-спортивного чемпионата «Открой рот» Михаил Фаустов. О том, какие мероприятия проводятся в рамках турнира по чтению, в материале Анастасии Даниловой. Иван Андреевич Крылов – русский поэт-баснописец. Родился он 13 февраля 1769 года. Посему мы решили вспомнить одну из самых известных его басен «Ворона и лисица». Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона, взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала. Чем все закончилось, вы все знаете и без меня. Чтобы услышать и перенять опыт Михаила Фаустова, в историческом зале библиотеки Пушкина собралось немало человек. Михаил Валерьевич рассказал о том, как создавать проекты, направленные на популяризацию чтения. Он также поделился своим опытом, как выйти за пределы стен своих библиотек. Он нам рассказал, как продвигать чтение, как рекламировать мероприятия, которые посвящены чтению, потому что изначально этот чемпионат начинался в Новосибирске как разовая акция для привлечения читателей в книжный магазин, чтобы поднять продажи. А сейчас, как мы видим, эта акция уже приобрела масштабный характер и проводится в нескольких сотнях городов. О своем проекте «Открой рот» Михаил говорит, что это такой же вид спорта, как и футбол. Люди читают отрывок книги, предложенный членами жюри, а те оценивают артистизм и мастерство. Мы стараемся, чтобы вот это вот дерево, как бы вертикаль вот это шла. Начинать в одном городе, потом выигрывать региональный, потом выиграть всероссийский, потом межпланетный, а потом уже и там, не знаю, куда-нибудь вообще далеко улететь. Поэтому это все как спорт. Это все как чемпионат мира по футболу или по легкой атлетике. Участником может стать любой желающий. В Якутске чтецами вызвалось более 20 человек. Это люди из разных сфер. Сам чемпионат проходит в 3 этапа. На каждом из них отсеиваются по несколько участников, набравших меньшее количество баллов. Меня пригласили мои подруги. Мы пришли, нас человек 6-8, наверное, пришло. Все вместе, первый раз на таких чтениях. И пришла, когда не волновалась, но когда вышла читать, очень разволновалась, вспомнила прямо экзамены, кстати, литературу, и очень разволновалась. Но прочитала неплохо, я набрала 30 с чем-то баллов. Победитель один, и он отправится в Москву на последующие соревнования. Финальные чтения в столице пройдут в апреле этого года. Анастасия Данилова, Семен Семенов, Якутск.